Зал Килар наполнен энергией и концентрацией. Здесь под руководством опытного наставника Джабраила Кастоева занимаются ученики самого разного возраста и уровня подготовки. Всестилевое карате – это не просто спорт. Это синтез техники и философии различных направлений. Каждая тренировка начинается с традиционного напутствия. Не расслабляйтесь. Это не просто слова, а ключевой принцип, который тренер доносит до своих подопечных. Он призывает спортсменов концентрироваться с первой минуты, вкладываться на полную и помнить, что путь к совершенству состоит из ежедневного, дисциплинированного труда. Все, до последнего, как дишано. Нагаса ошка саги. То на уикенд что бахап чемпионат мира баха первый мотикижаха. То что на пример еще бархашан сагушан. В спортзале будешь быть чемпионыш. Пример аутивас физич. А за замачан касается еще общего декабря остановаж дугдышо кислотский. Тикваш худу хаждуй. Кайтериша. Кахигуш синтез кахигуш. Вот как саги альмолдер пейндашан. Анзе ударная техника будет тахан. Проходишься заваливание омеговой. Разминка – это не просто формальность, а физиологическая необходимость. Цель разминки – постепенно перевести организм из состояния покоя в режим готовности к высоким нагрузкам, объясняет Джабраил. Ой, мышцы же вязкие халис. Вязкие хугио жестек, трог даю лужи, мышцы жестен тебя килги обязательно ачан, куг же ачанс. Куг же 100% модиди зарезгать. Кугыш килгиш форт парсы жерик диоди зарезгать халишан. Это еще. И после тренировки нагаться о жесткой физики, после тренировки то же самое растяжка. Запомнили? Так что разминка, сачковать мы делаешь, камел мы делаешь. Беги, чани сачковать мы делаешь, камел мы делаешь. Правильно дышите, через нос вздох, через рот выдох. Запомнили? Так что печень хамлазик яшчин. Давай, Ханзе, таби, даю лейтил бег. Начали. Даю ли бег, давай. Когда спортсмен с холодными мышцами и суставами сразу приступает к резким ударам, прыжкам или сложным координационным движениям, риск растяжений, вывихов и даже разрывов мышц возрастает в разы. Тренер рассказал о возрастном составе своих учеников. По его словам, этот вид единоборств привлекает людей самого разного возраста, от детей до взрослых. школе хочу ара диш там мы бисер да бо что же на руках удостение хам хугуш хотя бы звание хугуш بعد ايش شو زمان برجو كم فكرني وي до 12 лет мы что это шустрый خالص ولا اساسا جروب وجر تمام ماشي هي دينا جروب самая. Дисциплина – это тот самый скелет, на который наращиваются мышцы мастерства, выносливости и техники. Без нее талант – это просто нереализованный потенциал, подчеркивает Джабраил Кастоев. Дисциплина, дисциплина, саборжи, азауали сам, да я сажу я хаду. Саборжи из того тут ходишь хуф. Омла, ты парвах. Да, омла разные, в любом случае, асхан я учи. например, сабор азая же хада гаши кахи жуаш хуф, хади, ты тренер заметил гужи. А сабор соценца внимание, у момента сразу сачку одевал. Вот сачку держит сам гадюас. Они вообще в любом случае укусар сачку одуй. Да, лат отдал жить, цигиш сваштай гасса галиен. Чик уже один бусуш. А на гасса укусар кадики гадали, чик лат отдал жить уже осугу ты гасса. Все паргатова гусахин. Все как же на что способен бахахуш. В современном мире умение постоять за себя и сохранить внутреннее равновесие ценится как никогда. Именно эти качества помогают развить всестилевое карате, отмечает тренер. борьба заниматься без чистая борьба. Цавор ММА заниматься. Суку сберешь хадуачар ол ар туанагр идерфот. Ар азяхаз наха литяхаз азнаха исучан. О, ты гу жахаз шон хадизры любой тип вот хадиш решахаз. И ударная техника, борьба, ММА, грэппинг, герик вашки латиш лат хадис.
أصبح دوجة مش أصلا أهل ثاني كهيك чисто хули ММА сестрой карате развивать как ахасани любой силе вот что будешь. В мире единоборств ценят узких специалистов, но настоящим алмазом для воспитанников часто становится тренер, познавший разные грани боевых искусств. Именно таким универсалом является Джабраил Костоев, чья тренерская работа последние 5 лет приносит впечатляющие результаты в подготовке бойцов всестилевого карате. За плечами у Джабраила уникальный сплав званий и опыта. Он является мастером спорта России сразу в 2, казалось бы, разных дисциплинах – всестилевом карате и ММА. Кроме того, он подтвердил свой высокий класс, став кандидатом в мастера спорта по боевому самбо и кикбоксингу. В мастерах вид спорта хан сенис же выбить раз. Со борьба а заниматься чани и лерса дала арсо би майту уже сагаса сот вот я ищу гуса и гурса. А би майту умор потом борьба есть ан. Грэплинг потом это что ли совместно основ жай во всех видах развиваться для этого. Сбахду уже от ахана нодизер сосед талинку. Кудизм, одизм, малах направление был быть вези. Спортзале борец ишмеш, как же был спортзале. Чисто по борьбе. Айгам зя бимбуасы, тишилдык атхор. Да. Ежич яш дагбас багыч ахар халхыр мохт. Да, результаты хажа жахук, айгуш, айгуш бахс результат спортзале хадо результат хажа. У спортзале кубок Евразии яха, donc айгуш был. Кубок Евразии, что ахсанова, я чемпионат мира яха, айгуш был, чемпионат России яха, айгуш был. Сборная России номер 1 Энгшбу в спортзале. Кандидат в масс спорта жаха, боевой самбо выступить в спортзале, кандидат в масс спорта звания. Чемпионский пояс шаха Энгшбу в спортзале. Сяха. Давай, тули. Адам, возьми-ка, начинающий. Шфарт это давулон, балмажи, локтижи, кистижи, бедрои, колени, кисти ног, изгибы. Ярик разбик хадавилова. Слушай. Прошла интенсивная тренировка, посвященная отработке ударной техники левой части тела. Занятие было построено по парному методу, что позволило максимально повысить его эффективность. Чисто левое плечо, левое колено. Все, дальше никуда не бьем. Он должен защищаться, отходить, то же самое, встречать одновременно. Запомнили? Когда завелек примерно 10 секунд. 10 секунд, посмотрите, как они работают. О, хорошо. Отлично. Запомнили? Стоп. Главное двигаться. Запомнили? Не надо плотно стоять, не надо. Да что он млатлыш? Если будете стоять, вы проиграете. Критерий еще. Не надо стоять. Нападать, двигаться. Когда вы отходите, не отходите сразу же. Прямо не надо отходить. Когда вы отходите по кругу. Критерий еще. Чтобы соперник проваливался. Запомнили? Все, начали. Аюля. Ровно 2 минуты. Давай, работай. Чисто левая рука.
На тренировках Джабраил не стоит в стороне. Он постоянно находится в зале, перемещаясь от одного ученика к другому, буквально введя каждого через сложные элементы. Основной темой тренировки стала работа в плотной близости, так называемое заваливание соперника, где решающую роль играют мощные серии ударов и клинч. Ладуа, Ханзе перчатки, одеваем боксерские перчатки. Боксерские. У всех есть. Зацепом правой ноги. Кайтыр еще. Правую ногу надо зацеплять. Клар, харва. Алло. Мучал, мучал. Смотрим сюда, смотрим. Медленно, покажи медленно. Двойка. Все, проходишь. Видите, как он ногу зацепил? Еще раз. Покажи, я скажу, стоп, ты остановишься. Двойку делай. Раз, два. Стоп. Смотрите, плечом. Плечом зацепил ребро. Дальше. Правую ногу цепляет. Левую ногу цепляет своей правой ногой. Давай. И все. Тянем, плечом толкаем. Запомнили? Сейчас. Халваху. Халваху тогда, давай. Медленно, покажи, медленно. Ты покажи всего. Раз, два. Мотаешь. Еще раз. Толкай на него, толкай. Давай еще раз. Раз, два. Заходишь, толкай. Молодец. Давай ты сейчас. Ибрахим. Покажи. О, молодец. Вот так надо толкать. Запомнили, как Ибрагим толкнул? Вот так. Дальше. Хавал Тимур, Хавал. Покажи. Исмаил. Покажите оба. Давай, да, ты первый. Вот видишь, толкай сильнее, резче. Еще резче, покажи. Вот, Исмаил, покажи. Сюда стань. Сюда, отойди. Отойди, давай, Исмаил, ты покажи сейчас. Вот видишь, вот, Исмаил, неправильно, смотри. Исмаил, голова левую сторону, запомнил? Давай еще раз. Двойка. Хватай вот голову вот сюда. Хватай корпус. О, правильно. Молодец. Дальше. Хавел, Хасан, выходи. Смотрим, маленькие. Я специально ввожу маленькие, чтобы вы запомнили. Стойку правильно делай. Давай делай. Раз, два. О, правильно. Молодец. Давай сейчас ты. Маленький, давай покажи. Двойка. Хватай. О, красавчик. Молодец. Все, запомни, даешь. Кто не запомнил? Руку поднимите, кто не запомнил. Выходи. Где его соперник? Выходи. Давай сюда стали. Стойку стань. Покажи, ты покажи, Султан. Первый. Раз, два. О, правильно. Неправильно, Султан. Смотри. Единственный твой минус, знаешь в чем? Когда кидаешь, ноги сразу же сдвинул, чтобы он тебя не перевернул. Понял? Давай покажи еще раз. Медленнее. Возьму лаз. Давай, толкай на него. Все, давай сейчас ты покажи. Покажи ты. Двойку. Раз, два. Вот так, нет, неправильно. Разу. Двойку делай двойку. Жестко, наклонился. Хватай его за корпус. Вот так, рукой. Не, за корпус. Вот так, за корпус. Зацепляй правую ногу. И кидай его туда. Кидай. О, правильно. Запомнил? Смотри, двумя руками корпус хватаешь, зацепляешь ногу, кидаешь его. Запомнил? Покажи еще раз. Корпус хватаем, ногу и толкай. О, правильно. Готовы? Хажилей, вы не смотрите на новичков. Новичок, жбацежишь, опытный чар, как можно резче. Запомнили? Готовы? Начали. Надо лягать. За корпус хватай, как он шутил. Нет, смотри, ты вот так стоял просто. Если ты будешь вот так стоять, он же тоже соперник. Он схватит твою ногу, зацепит тебя и бросит тебя к
Он мне говорит, аккуратно, давай еще раз покажи. Так, заспи. Дуйку. Нет. Нет. Вот. Вот и что я делаю. Спортивный клуб «Килар» в этом году празднует 5-летний юбилей. Тренер делится, что они не просто тренируют удары и стойки, а воспитывают характер, волю к победе и умение преодолевать себя. За эти годы доказывают, что их методика работает. В планах у сообщества расширение географии и подготовка чемпионов уже всероссийского и международного уровня. Желаем им удачи. За 5 лет в спортзале, за 5 лет в спортзале уже несколько чемпионов мира, несколько чемпионов России, чемпион Азиатского кубка мира, чемпион Каспий, чемпион Ставропольского края, Юга России, Республики. Чемпионат Европы и Эфизия, молодежь, чемпионат России, Чакахи. Да, шенеги писали, ахсани дальше. Нахуй миллион юбилей. Да, хумелиш, хай. Жебрел, Абилгун мадары, известик цехалары, куйбагары, начал сундах эту цыбаларды анхеча, халк вейтик ханцахалары. Халцахалары, дела халка. Цехалар молодые, спорт качал развитых не свои ингушети. Так, спортсмен, язык ханаб, да, может отсюда спортсмен хал ахтац. Спортсмен хал дух хама, в первую очередь спортсмена выделяется же картинка не мышцы. Сын эзели, сын дисциплинарный спортсмен мол. Сын короткий стрижка, халка, мышь эсер короткий стрижка спортсмен шанов. А ханзе стрижка шкалежцак. Сын эзели, сын дисциплинарный и любой доудян хамхалыче лотер пожу сагу спокойно хугу. Потому что уверен, что раши боги додек дуансу хози схор хуг дуансу. Потому что уверен схора. ايش بوجين اصبح دوج ويا حلقه رزوات سلاح الناس ويسبرزل كذا كوراي سبورتسمان نو بيلي حلقه يلخذ كذا الله سبورتسمان خل مدي خذوا حمدك ده اسان لو حنزه ويتسان خذوا فتي خوينك خل دواتش ودين حمدك ده بيتسان 5 октября текущего года стало знаковой датой. На крупнейшем международном турнире, чемпионате мира по всестилевому карате, наш регион с честью представил 7 бойцов из клуба «Килар». Спортсмены вышли на татами, чтобы продемонстрировать высочайший уровень подготовки, несгибаемую волю и настоящий боевой дух. В ожесточенных поединках с сильнейшими каратистами планеты наши ребята показали все, что характеризует настоящих чемпионов – силу, характер и зрелищную технику. Братья Эльджаркиев Адам и Эльджаркиев Рамзан – действующие чемпионы и мастера своего дела. Очередной раз показали, что стремлением побеждать и не сдаваться можно добиться высоких результатов. Адам уже стал двукратным чемпионом мира, чемпионом России. Рамзан стал новым чемпионом мира и ранее является чемпионом Евразийского кубка мира. Я что кахо ханят хок тренер бодраш, адик хажертон, я дадахара, я хамагасти дик хажертон. Единственная проблема ханер тхвиса гонг, вес айох из ходер, но за ханз я хамеч из кемехтирт. А мы соперник холодно. Я соперник холодер, еще соперник сборной России больше кенч, цагаской сосили больше сборной России кенч больше. İş bir başlayalım. Да, да, хорошо. Sen bana прием яхтасын. Федерация, Португал. Да, аз бросок уже цан, борьбе добивании, стойки бобра сердца, явно по балам против Урсаях. Шине. Была илмикта. Фиях илмикта. Когда он шина на угляхнул. Да, Олимпийские игры. Первую я за 14 секунд болевой сделал, второй я просто на дистанции держал, броски делал и так выиграл по баллам. В дальнейшем Россия, Европа, Олимпийские игры. Братья Тамбиев Адам и Тамбиев Магомед выиграли места и показали высокий результат и желание побеждать. Они являются чемпионами Евразийского кубка мира и чемпионами мира. В этот спорт мы пришли 7 месяцев назад. Увидели в нашей школе талантов, кто учились здесь. И мы тоже раньше учились в боксе, нас там никто не видел. Мы решили выступать на соревнованиях и вышли на этот спорт. Нас сразу же заметили, отправили на соревнования, там выиграли, и так пошла наша ступень. По наградам, награды у нас были на Евразийском кубке мира, на отборе чемпионата мира и на чемпионате мира. Я сталкивался с трудностями, что перешел в новую категорию. В Евразийском кубке мира я дрался в 13-12 лет. Там мне было легко, там я завоевал первое место.
А когда я перешел в 14-15 лет, там уже стало мне тяжелее. Добивался и выиграл на характере, выкладывался на полностью. За этого и выиграл. Хочу сказать спасибо тренеру нашему, Джабраилу Костоеву, нашим родителям, потому что отдали сюда. Тренер был очень хороший, наставник, всегда во всем помогал. Благодаря нему мы только достигли. И благодаря нашим родителям. Братья Гагиев Келар и Гагиев Рамазан также показали высокий результат на чемпионате мира. Гагиев Келар – единственный боец, который стал трехкратным чемпионом мира и чемпионом России. Также он уже ранее являлся чемпионом Евразийского Кубка мира в 2 весовых категориях. За его спиной очень много побед нокаутом. Также на этих соревнованиях установил рекорд по нокауту, завершив бой за 6 секунд. И является примером для своего младшего брата Рамазана, который победил на чемпионате мира и является чемпионом России, который он выиграл в этом году, став первым номером сборной России. Ранее он также, как и свой старший брат, одержал победы досрочно на чемпионате Евразийского Кубка мира. Перед соревнованием мы готовились месяц ровно. Проходила весогонка, потом гоняли вес где-то неделю в спортзале. Поехали в Чувашию, там тоже 2-3 дня погоняли и зашли в веса. И потом на следующий день дрались. Первый бой я проиграл по баллу, второй выиграл. Бился с бойцами из Чувашии, из Чебоксары. В дальнейшем сейчас пока настраиваемся на Россию в мае где-то. А после этого хотим к 17-18 годам уже занять Олимпиаду. Их подвиг на арене – настоящий урок мужества и целеустремленности для нас всех. Впереди у них новые старты и новые победы. И мы уверены, что они с честью понесут знамя нашей республики.